Меня зовут Коваленко Елена Николаевна. Я читатель Фрунзенской сельской библиотеки. В рамках республиканской акции «Одна страна, одна книга», которая в этом году посвящена творчеству известного драматурга, писателя, общественного деятеля Толена Абдикова, я прочитаю отрывок из его повести «Разум пылающей войны». Я как охотник, который, преследуя зверя, сам заблудился в незнакомой степи. Что делать? Ума не приложу. Ночами не могу спать. Тупиковое положение доводит меня до депрессии. Утром вставая, весь разбитый, в голове нехороший звон. Так не может продолжаться дальше. Я окончательно подавлен, готов капитулировать. Но как? И кому? Эта затяжная война нервов не для меня. Наконец не выдерживаю и решаюсь написать ответное письмо. Мой незнакомый сверстник. Начало такое же, как и в его письмах. Смею надеяться, что вы простите меня за то, что не ответил сразу на ваши письма. Но все дело в том, что вопросы, которые вы поднимаете, мне давно известны. На них я ответил самому себе тоже давно. Так что вступать в дискуссию с вами показалось мне нет никакой надобности. Уж извините, я не любитель жарких дебатов, если по какому-нибудь поводу имею самые ясные представления. Тем более, что многие из моих мыслей совпадают с вашими. Однако впоследствии я обнаружил, что не во всем обстоит дело именно так. Многие ваши исходные позиции существенно отличаются от моих. Разумеется, это не имеет большого значения, ибо наивно полагать, что в нашем многолюдном мире все должны думать и поступать одинаковым образом. Но в то же время невозможно сидеть сложа руки, когда бесцеремонно задевают твои убеждения, пытаются развенчать их или извратить. Итак, я решил ответить вам. Жизнь – это борьба, простите за тривиальность. В этой борьбе человечество сначала принимало участие, как и все живое на земле, только физически, телесно, используя свою мускульную силу. Но потом изобрели всякое оружие и стали истреблять друг друга намного успешнее, в массовом порядке. Теперь же в наши дни вступила в действие война умов, и она вспыхнула во всех краях Земли, во всех пределах человечества.